Очень рады вас приветствовать здесь у нас на выставке архивных документов. Сейчас от инноваций мы погрузим вас немножко в историю. Все прекрасно знают, что мы готовимся к празднованию столетия Татарской ССР, и в рамках этих мероприятий мы начали рассекречивать все документы, которые хранятся у нас в Государственном архиве Республики Татарстан. А авиастроение у нас получило развитие в 30-е годы, а во время Великой Отечественной войны это был, наверное, самый первый шаг к этому развитию. Я хочу обратить ваше внимание на документы, которые мы здесь представили. Это первая выписка из приказа Народного комиссара авиационной промышленности СССР о том, что ЛИИ и ЦАГИ переводятся к нам 6 июля 1941 года. Здесь есть также выписка из приказа о том, что на базе нашего завода 124 будут организованы 2 завода, и здесь будут строиться самолеты, видите, П-2 и ТБ-7, то есть 2 завода на базе стали производить самолеты. Нарком авиационной промышленности. Подписаны, да. Вчера про наркома мы одного упоминали, был разговор. Здесь также мы показываем, здесь представили приказ, также Нарком авиации промышленности СССР, где написано о том, что директору завода 124 товарищу Акулову и главным инструкторам непосредственно за очень небольшой промежуток времени необходимо организовать эту работу. Документ вообще уникальный. Да. О нем вообще никто не знает. Совершенно верно, мы его обнаружили. Но есть понимание того, что авиационная промышленность уходила в Ташкент. А на самом деле... Она была у нас здесь, в Казани. Здесь мы представили еще одни очень интересные документы. 6 июля. Да. Срок. А знаешь, кто трудился над этим? Келдаш. Это два эффекта в ЦАГе, он в это время в ЦАГе работал. Здесь шла отработка с 40-го по 46-й год. Вот здесь вот, кстати, есть приказ, выписка, вы видите, о том, что командиром корабля летчик Водопьянов, Герой Советского Союза, назначен. Значит, здесь у нас есть документ, приказ, да, по заводу о том, как должна эта работа быть организована. И вот здесь вот написано, что летные испытания закончить 2-недельный срок. То есть это оригиналы тех документов. Это Петр Дементьев. Да, Петр Дементьев подписаны. Которого мы вчера упоминали. Первые фотографии, наверное, этого самолета П-8, который здесь выпускался на нашем заводе. Да? П-8. 15 тысяч рублей, а? Получали за работу, да? О, как? Это коллектив огромный получал, это не один человек. Мне больше всего нравятся все документы нормативные на одну страничку. Все очень четко. С персональным перечислением ответственности. Да. Здесь вот приказ по заводу о том, что главным конструктором Глушко. Здесь, да, совершенно верно, главным конструктором самолета назначить товарища Туполева. Тоже документ совершенно секретно, стоит гриф. Немедленно приступить к разработке чертежей. Все, дальше. Назначили, где работать. Немедленно, фамилия, подпись. И 2 недели на летные испытания. Здесь здесь есть фотографии, где ребята, летчики, 102 полета совершили. Да. Смотрите, обратите внимание, пожалуйста, на эту фотографию. Да, смотри. 102 полета они совершили, как вы говорите, очень быстро. Здесь уже мы представили отчет, публичный отчет. И вот здесь вот четко видно, что сколько они самолетов изготовили в 1945 году. Цифры стоят 1634 и боевой готовности 1698. И сколько они отремонтированы. Мы видим, что в 1945 году они уменьшили количество, но они на ремонт здесь увеличили количество самолетов, и план они выполнили на 108%, несмотря на то, какими бы тяжелыми условиями бы не были. Ну и здесь наш Ту-214, мы видим нашу фотографию, где Ментимир Шарипович Аймиев и Фарид Хайрулович Мухаммедшин находятся в кабине этого самолета и принимают его. Спасибо за внимание. Спасибо. У нас еще очень много интересных документов. Здесь очень маленькая толика представлена. Всего доброго.